Так, ну что ж, запись начали. Начнем проверку. Так. Так, ну все ссылки я открыла. Потом, если добавится, может, еще проверю. Так, вот эту вот работу отправила Нураил, если не ошибаюсь. Мне понравилось. Понравилась подбор картинок. Они все одного стиля и все такие стилистические. Так, первый экран, все хорошо. Единственное, надо... Так. Меня же слышно, да, ребят? Проверка звука. Да, слышно. Ага, хорошо. Кнопку просто надо по высоте немного увеличить, да, чтобы вот наверху и внизу было немного свободного, немного воздуха. Так, и иконки, да, все одного стиля, это очень хорошо, но по массе они кажутся сейчас немного разные, да, как, например, корзина большая кажется, а поиск маленький, поэтому их надо немного скорректировать. Они вот, допустим, сейчас в боксе, как я говорила, да, бокс мы делаем артбордом 24 на 24, а внизу вы можете как угодно менять размер. И, соответственно, пояс, например, он тоже внутри артборда. Поиск можно внутри, соответственно, просто увеличить. Да, вот, например, вот внутри у него 17, а у корзины 18 и 20. Так что его можно до 18-19 увеличить. Вот. А так все хорошо. Так, с первым экраном все нормально. Дальше идут категории. Тут надо, соответственно, да, кнопку меняете здесь и меняете тут тоже. Добавляете вот тут вот 100 либо 120 пикселей. Дальше идет один блок, соответственно, следующий блок тоже разделяете отступом, чтобы было визуальный разделение визуальное, да, соответственно, такое же расстояние, как и здесь, то есть 100 или 120. Дальше у нас идут с категории, вот тут какая-то линия осталась, нужно убрать его. Тут, соответственно, тоже отступ такой же, и тут внизу тоже такой же отступ. Футер все нормально, единственное, надо вот заголовок, от заголовка к ссылкам, да, должен быть отступ. То есть он не должен быть одинаковый, как тут. И мы не делаем такие отступы, как 3. Либо вы делаете 4, да, либо 8. И смотрите, у вас не одинаковый. Тут 1 пиксель, тут 3 пикселя, да, отступ. Вы делаете везде одинаковый, а тут побольше. Да, допустим, вы между ссылками делаете 8 или 4 пикселя, а тут делаете 16, да? Так, дальше. Мне не очень нравится вот тут такая лестница с категориями, да, кажется, что очень много всего. Платье можно убрать, потому что и так понятно, да, что мы находимся в разделе платья. Соответственно, один убираем, он ни к чему. Дальше хочется его по всей ширине увеличить, потому что у вас идет вот сетка, да, кончается этими картинками, соответственно, линию увеличить, и все ссылки тоже увеличиваете. То есть расстояние будет уже не 28, а чуть больше. Так, и так, ну и, соответственно, вот это вот уйдет сюда, это идет сюда.
А, так, когда меняете иконки, да, на одной странице, соответственно, вы меняете везде. Это логично. Дальше все хорошо. Так, так, вот тут. Тут надо, смотрите, у вас идет, допустим, вот каталог, у него, да, вы ровно по сетке сделали, да? По сетке 1240, значит, по ширине, по бокам по 100 пикселей. Тут у вас немного оно ушло вовнутрь, поэтому сохраните этот отступ вот от логотипа, да, к картинкам. Тоже сделайте вот здесь эту картинку 100. И описание, получается, у вас идет слева картинка, а справа описание. Его не делайте посередине выравниваем, да, вот все идет посередине. А делайте вот, делайте отступ там какой-то 56 либо 80. И вот это вот все выровняйте по левому краю, по одной линии, чтобы оно лучше читалось, потому что сейчас идет такая вот гора, да, и неудобно читать, что вы начинаете здесь, потом отсюда прыгаете глазами, да, но удобнее, конечно, глаз, оно у нас читает слева, всегда слева направо. Вот, так что сделайте таким образом, соответственно, кнопка тоже идет вот сюда, вот. Кнопку вы также меняете, как здесь, тоже потому что сейчас кнопки очень тесно. И, соответственно, когда вы увеличите вот эту вот сетку вот по ширине, по бокам будет 100, картинки тоже добавьте, почему 3? Добавьте 4, как, ну, не как здесь, а вот чтобы оно было ровно стало по ширине. Так, и вот такие вот правки. Типа, ну, прототип, потом, когда вы будете грузить на Behance, соответственно, прототип тоже поменяете, да, вот это вот все. Вот, и тут, так, что еще? Вроде все. Такие правки. Так, это у нас студия дизайна. Студия дизайна. В целом норм, но нужно доработать. Допустим, какие проблемы с первым экраном, да? Во-первых, не читаются ссылки на баре, потому что картинка акцентная, и оно притягивает к себе внимание, чем вот эти вот ссылки. То есть, если у нас такая картинка, то, соответственно, наверху должен быть у нас какой-нибудь еще прямоугольник, который мы затемняем, да, соответственно, у нас ссылки более явно будут видны. Дальше у нас логотип, оно не векторное, оно, видите, просто картинкой, соответственно, оно мутное, да, это неприемлемо для логотипов. Логотип должен быть в формате SVG. Дальше у нас качество картинки плохое, видите, пиксельное. Вот. А для интерьера очень много можно картинок найти, очень легко в Unsplash, да. Потом много стилей шрифтов, потому что тут у нас белый, тут у нас какой-то серый, и обилие этих стилевых решений немного загружает наш первый экран. И, соответственно, у нас нет какого-то цветового решения, да, то есть у нас есть желтый цвет, а есть какой-то горчичный, да, и логотип у нас синий. То есть, когда мы делаем дизайн, мы должны брать за основу какие-то цвета и не отходить от этих цветов, и, ну, как бы, должна быть преемственность. Вот. Такие вот комментарии. Вот если брать вот эту вот страницу, как можно было бы его докрутить? На примере, допустим, первого экрана, да? Так.
Давайте возьмем, допустим, какую-нибудь картинку на том же Unsplash, да, и это будет связано с интерьером, да, не архитектурой, а интерьер. Видите, есть достаточно удобные короткие ссылки, по которым можно перейти. Так. И выбираете, допустим, да. Еще при подборе картинок вы еще смотрите, допустим, если у вас впервые какой-то есть логотип, то к нему можете какие-то цветовые решения, чтобы были одинаковые, да. Ну, либо не обязательно. К нему вы можете сделать такую же, такого цвета кнопку, да, чтобы, ну, чтоб не отличались кардинально кнопка и логотип, чтобы весь дизайн был такой на одного стиля. Тут еще есть, так, вот так сделаем, если вы какой-то ищете, ищете какую-то тематику, и вы можете задать либо портретную, да, либо вот горизонтальную, картинку горизонтальную. Вот, так как у нас первый экран горизонтальный, мы даем горизонтальный. Так. И старайтесь находить для первого экрана не такие шумные картинки, да, где очень много объектов, а все же, чтобы вы должны учитывать, что у вас там будет текст, и вы должны найти более такую свободную от объектов картинку, более чистую, да, вот, допустим, вот такую, к примеру. То есть старайтесь не быстро это делать, потому что от картинки зависит, как я говорила, очень много процентов вообще визуал, вообще дизайна, да, как он будет восприниматься. Поэтому на это надо уделить хорошее количество времени, да. То есть сейчас я, конечно же, это быстро делаю, но плохого качества точно не надо находить, потому что оно будет. Вы уже прикидываете, да, в себе, в голове у вас есть то, что у вас заранее, например, возможно, вы готовите прототип, и вы заранее знаете, что вот где-то посередине у меня кнопка будет, наверху у меня ссылки, да, и, соответственно, вы ищете такую картинку, чтобы наверху было пространство, где вы можете разместить эти ссылки. Вот, допустим, этот немного пустовато, но минималистичные картинки никто не отменял. Так, мы можем сейчас, чтобы не тратить много времени, да, просто, к примеру, взять вот эту картинку, а можно еще поискать. Потому что мне кажется, что немного простовато все же. Так, либо, может быть, так, это у нас какой сайт вообще? Ну да, то есть это не только дома, но и разные офисы можно искать.
Так. И что я говорила про прямоугольник, который можно затемнить. Допустим, у вас, ладно, там картинка не предусмотрена для размещения ссылок, да, но вы можете брать такой вариант и проделать следующее. Так, сейчас, секунду. Так, теперь посмотрим, есть ли сетка. Есть. Так, первый экран, баннер. Значит, его. Мгм. Так, сюда просто меняем картинку. И делаем следующее. Соответственно, у нас ничего не видно, да? И чтобы этого избежать, вы наверх этого картинки рисуете прямоугольник. Потом его опускаете вниз наверх этой картинки. Можете их даже сгруппировать, выбрать два объекта и нажать на Ctrl либо Command-G, в зависимости от какого у вас компьютер, да? Дальше вы его просто затемняете, делаете градиент, допустим, лайнер. Так, берете не черный, а пипеткой можете выбрать то место, где вот у картинки есть. То есть картинка, она такая немного синяя, поэтому можете брать синюю. Либо чуть-чуть темную. Так, и чуть-чуть там вот темный делаете. И здесь вы можете добавлять еще разные точки. Меняйте разные точки в зависимости, как он подходит или не подходит. Отдалять его можете, либо ближе делать. Таким образом, чтобы и картинка была видна, да, и ссылки были видны. Дальше вы можете добавлять еще точки. Допустим, ставим так. Так, и, соответственно, о чем я говорила, да, что вот есть 3 ссылки, у них есть 37, лучше делать не 37, а 40 между расстояние. Так, проверяете, стоит ли оно по сетке. Почему-то на сетка. Вот, видите, она не стоит, поэтому и кажется, что-то не так тут. Вот, должно быть ровно стоять по краю сетки, да? Соответственно, 100 пикселей. И отсюда тоже все выбираете объекты, выравниваете, также делаете выравнивание между ссылками, как и там вы делаете 40 пикселей. Также выравниваете ровно по сетке.
100 пикселей. Так, дальше, пока уберем в сетку, мы видим, что, в принципе, вот в студии дизайна интерьера хочется добавить немного начертания, немного, возможно, медиум, да, вот медиум, и хочется немного увеличить. И, соответственно, мы не добавляем вот еще один стиль, да, а делаем его белым цветом, чтобы не плодить разные стили, чтобы было видно, да. Так, и поднимаем его. Так. 32. Так, что делаем дальше? То есть, видите, уже вот эта вот картинка, она более-менее такая темно-синяя и подходит, в принципе, к логотипу. Но логотип, он, так как серый, он немного теряется, его хочется немного осветлить. Да, вот в этом фильме есть разные настройки, как можно осветлять. Давайте попробуем найти векторную, да, вот эту вот логотип, потому что старайтесь вообще не использовать логотипы, как его, в таком формате, потому что на сайте это не совсем красиво будет смотреться потом в дальнейшем. Вот. В Гугле можно найти картинки по изображению. Тыкаете на изображение, загружаете вашу картинку. И если повезет, оно может найти нам этот логотип. Так, вроде бы только что нашел. Вот он тут только в картинке, да. Вот, если вы видите, что данный логотип, который вам понравился только в таком формате, то как бы у вас же работа концепции, да, и вы, в принципе, можете брать любой логотип. Вы можете выбрать, вы можете даже придумать свой логотип, да. Вот вы, например, смотрите этот логотип, и вроде в нем как бы ничего такого сложного. Наоборот, есть какие-то излишки, которые, возможно, немного устарели, да. И, в принципе, вы можете прям написать, допустим, выбрать похожий шрифт, допустим, вот регуляр, увеличить. Так, сделать немного поближе. Так, и чуть потоньше, да? И какую-нибудь, допустим, черту, которая будет его различительную какую-нибудь черту нужно добавить. Это я так сейчас просто на ходу придумываю. Так, в принципе, можно и оставить просто надпись как вариант.
Давайте пока надпись оставим. Так, сделаем 24 пикселя сверху, и, соответственно, все эти ссылки выровняем ровно посередине. Таким образом. Можно 16 оставить сверху. Чуть поменьше, да? 56 хватает. Так, и, конечно же, нам нужно подобрать цвет кнопки. И вот в этот момент вы определяетесь вообще с цветом вашего сайта. Вот, допустим, хороший цвет, чем горчичный, да, и старайтесь не использовать такой серый цвет на своих сайтах. Серый цвет в дизайне означает неактивное как бы состояние, да. Вот мы об этом говорили, что и кнопки, когда неактивное состояние, делают серым цветом. Так, давайте возьмем какой-нибудь оттенок. Так, конечно же, выровняем его. Пятьдесят 56. Вот. Так, вот. Тут надо, соответственно, вам просто картинку, да, другую найти и чуть-чуть поправить, значит, текст белый цвет привести и, значит, цвет кнопок, чтобы их немного было. Дальше, что вам надо сделать? Надо иконки подобрать, ну, мы обсуждали, да, с вами, что чем вот разукрашенные иконки, они дают старину какую-то, да, дизайну, что раньше, например, в 2000-х это очень было модно. Сейчас все, конечно же, стало минималистично, и старайтесь найти более такие как иконки просто обводкой черной, да. Дальше серый цвет вы убираете. Что касается фотографий, да, помните, мы, по-моему, на втором уроке, если не ошибаюсь, я вам рассказывала, что старайтесь находить картинки. Вот есть такого вида картинки, это называется, как их даже назвать, не знаю, в общем, уже такие стоковые, которые уже всем знакомы, и сейчас уже многие даже делают мемы, да, вот этот вот мужчина очень популярный, даже есть очень много мемов. Вот. И эти картинки, они, да, в прошлом очень активно использовались, но сейчас они уже точно устарели. Поэтому мы говорили, что как бы вместо них мы ищем уже более такие живые картинки, да, не такие, которые прям на камеру улыбаются на 32 зуба, да, а уже картинки, которые мы можем видеть в реальной жизни. Это и есть тренд, это и есть новые стили, вот. Так что вот это вот тот случай, когда вам надо поменять картинку. И когда вы делаете, например, блог о нас, картинка, по-моему, не раскрывает, да, полностью суть этого блока, что о нас, что 4 мужчины и 2 женщины, как бы мне много ни о чем не говорит, поэтому вам надо добавить сюда какой-нибудь блок с текстом, да, с переходом на какую-нибудь страницу, где можно ознакомиться с каждым сотрудником, возможно, либо переделать этот блок. Очень много можно найти
решений, да, как можно тот или иной блок переделать. Допустим, вы ищете там футер, вы пишете в Pinterest футер, веб-дизайн. Вот, пожалуйста, вам куча-куча этих примеров, да, и либо пишите там о нас, пишите на английском лучше, да, вот, about us, page design, пожалуйста, да, даже тут не пришлось даже писать полностью. Вот, допустим, о нас, там какая-то картинка и, конечно же, текст, то есть кто они, почему. Либо вот блог о нас, тут прям пишут каждого сотрудника, кто он и кем работает. Это более информативно, да, вот, например, наша команда, каждый портрет каждого сотрудника и кто он и чем занимается. Ну, соответственно, это полезнее, да, пользователю, чем он посмотрит одну картинку. Вот с этим блоком все хорошо. Ну, имеется в виду, да, вот картинки подобраны хорошие. Это вот картинки, вот все идеально подошли бы на первый экран. Так, и, соответственно, какой у вас будет там кнопка, везде должна быть одна кнопка. Здесь вы тоже смотрите варианты тарифов тоже в Pinterest, как можно обыграть этот блок. Тут у вас разные расстояния. Не стоит делать разными цветами эконом, стандарт, премиум. Сделайте одинаковые цвета заголовков. Возможно, вы это обыграете эконом карточкам, возможно, другого цвета вы сделаете, да. Вот это вот что? Надо все выравнивать. В общем, тут надо еще поработать. Здесь вы, значит, по левому краю делаете, иконки меняете, то есть вот такого по центру не должно быть. То есть вот как вы делаете, вот по левому краю делаете, вот так вот должно быть. А внизу тоже иконки все в один вид привести. Так. Так. Так, тут мне отправили дизайн email рассылок. Я говорила, что не буду проверять, потому что это была у нас тренировка, да. Но так как тут очень много всего написали, видно, что очень старались, я проверю. Я прочитала вот эти вот все тексты. В общем, девушка брала, по примеру, вот уже готового email рассылки и нарисовала свой вариант. Вот. Она потом еще задала вопрос, нужно ли было вот так нарисовать, либо что-то свое. Конечно же, что-то свое, да, то есть мы смотрим разные варианты, берем оттуда разные примеры и рисуем свой вариант. Так, прошу прощения, сейчас я отвечу на телефон.
Так, и, конечно же, что-то свое, да, надо делать. Мы это с вами уже обсуждали. И вопрос был по поводу ширины, что вот тут 700 с чем-то, а тут она сделала 600 по примеру моей. 600 я давала как некий стандарт, да, то есть email-рассылки делаются на 600. Так, дальше что? Дальше был вопрос по тому, вот, допустим, были бантики, да, и нужно было их тоже повторить, да. А, э, Прикольно, что вы постарались, и вот даже иконки тоже нарисовали все вручную с, как там его, с этим, с инструментом, да, в Figma, но Figma не тот, как бы не та платформа, не тот инструмент, который мы рисуем иконки. Потому что тут немного оно слетает в пикселях, там в точности нельзя нарисовать. Для этого существуют отдельные, да, программы, как Adobe, как там его, Illustrator, да, и графические дизайнеры там рисуют. Вот. В Figma, конечно же, эффективнее всего делать именно интерфейсы. И вот на это время тратить не стоит. Вот как и с бантиком, да, то есть вам быстрее всего было бы забить на эту картинку, да, и у вас задача не прям же, ну, вам же не дали задачу прям точь-в-точь сделать. Это же не конкурс какой-то, а ваша задача сделать рассылку, и не обязательно эту картинку нужно было использовать, да, вы могли бы с легкостью найти другие банты, если вы банты захотели. Вот, так что времени тратить на такое не стоит. Но я бы сказала, что у вас отлично получилось. Возможно, вы рисуете хорошо, да, в жизни, и, возможно, даже и графический дизайн можете. Вот. Это что касается таких вещей. А так, что я могу сказать по дизайну? Ничего, потому что вы как бы из существующего скопировали, да, и тут как бы нечего говорить. Потому что, ну, вы таким образом тренируетесь, да, тренируете работу с Figma, где что находится, это тоже хорошо. Так что спасибо за старание. Вот. Дальше используйте эти знания и уже делайте свой дизайн. Так, тут у нас, значит, ДЗ, по-моему, какой? 4, по-моему, да? Ой, нет, 3. Промо-сайт автомобиля. В принципе, хорошо, но очень коротко, да, потому что картинка хорошая на первом экране, надо тенюшки убрать, вот. И вот тут хочется, чтобы было чуть-чуть по-другому. Я могу сейчас быстренько показать, как можно было бы его немного сделать по-другому. Допустим, у вас есть такая картинка, и не совсем пропорционально это первый экран смотрится, да, то есть хочется, чтобы она где-то закончилась, и вот эта вот пустота нам вообще ни к чему. И, соответственно, машина осталась там где-то наверху, и хочется, чтобы оно было вот тут, вот чтобы прям мы его видели. И, соответственно, если у вас проблемы с тем, что картинка, она сама такая, вы, конечно же, можете использовать такой вариант. Да? Мы с вами, кстати, это уже с вами говорили, что вы берете, допустим, вот ваша картинка, берете прямоугольник, так, 1440 на первый экран где-то на 1440, ну, допустим, 670 пускай будет. Значит, вы его делаете наверх этой картинки, то есть вниз, должна быть она внизу, потом его группируете, Group Selection, и вот это вот прямоугольник, который нарисовали, делаете вот эту маску, все. А внизу все, что лишнее, оно у нас обрезалось. Дальше вы с этой картинкой вы можете работать как угодно. Вы можете его увеличивать. И, соответственно, мы
хотим, чтобы она у нас стояла прям вот так вот слева, да, и справа, как должно быть, стояла наши тексты. Так, вот эту вот тень убираем, потому что она вообще ни к чему. Значит, делаем, прям не стесняемся, делаем такой текст, делаем тут 100%. Так, поняла, почему. Так, что-то не так с этим шрифтом. Так, ну ладно, это, видимо, шрифт такой просто. Я сделала 64, но курсор такой огромный, непонятно. Ладно. Так, чуть она больше стала, да? Давайте немного уменьшим. 56, 48, кажется, будет. Пускай будет 40. Нет, 44. Вот. Так. Хочется взять немного темный, чтобы он был прям явно. Дальше, пускай это будет. Кнопку хочется увеличить. Прям не стесняемся, берем большие все. Так, 13 мы не берем никогда. 24 попробуем. Так. Вот тут не делаем положительный. Настолько, да? 5 хватает. Потом вы выбираете шрифт и кнопку, потом все выравниваете. Они еще у вас не в группе. Группируете. Смотрим, есть ли у вас сетка. Есть. Делаете все по сетке. Так. И вот таким образом у вас уже есть зоны, да? Зона у нас есть, значит, контентная, текст, где мы можем прочитать. И явно видим уже картинку, да? Дальше внизу вот так выбираете и тоже поднимаете. Здесь то, что лишнее, убираете. Вот. А так у вас тут вот, да, все нормально с этими ссылками. Логотип как бы все читается, да, немного логотип, конечно, надо убрать, чтобы он был посередине. Логотип у вас даже не группирован. Группируйте все, что вместе, и пишите вот как надо лого, логотип, чтобы потом не запутаться. Вот выбрали, ровно посередине сделайте. Вот таким образом. То есть вот это вот явно показывайте машину, да, крупно. Зачем делать вот так, и вот это вот лишнее нам не нужно. И через маску делаете, значит, первый экран. Дальше с этим блоком все хорошо. Мне понравились эти линии. И, конечно же, что вам вот это вот надо уменьшить, это вот отступы не нужны. Что еще? Вам надо еще какую-нибудь страницу, потому что она короткая, либо страницу увеличить по длине и еще доработать какие-нибудь блоки, возможно, там каталог каких-то машин, да, ну, в общем, вы знаете, где искать, что искать, примеры, да, добавляйте. Так, здесь у нас, значит, так, это тоже, по-моему, DZ3, редизайн сайта, который я кидала. Это, по-моему, тоже Нураим отправила. Мне очень понравилось, даже и предреакции ни к чему. Если вы помните, он был вот таким. Я кидала сайт,
где архитектурное бюро, но он немного такой староватенький, да, вот видите, такие стилистики. Что-то много текста, много картинок всего. А на районе сделала уже как должно выглядеть, да, в современном дизайне. Очень понравилось первый экран, понравился. Только вот тут надо у вас 100, вот тут тоже надо 100 сделать расстояние. Так, дальше кнопку то же самое, как и у вас в магазине, да, по высоте увеличиваем, чтобы ему не тесно было. Так, здесь все хорошо. Эти вот блоки тоже прикольные. Вот. Наши специалисты, да, вот как раз-таки о том, о чем я говорила. Вот есть каждый сотрудник и что он делает. Вот сюда можно какой-нибудь элемент добавить. Вот у вас есть какие-то штуки, да, графические такие, прямоугольники, да, можно что-нибудь такое придумать сюда, вот, допустим, там какой-нибудь прямоугольник с кругом, что такое придумать, чтобы тут не пустовало. Так, вот. В принципе, все хорошо. Если у вас будет силы и времени, можно добавить еще какую-нибудь страницу там с каким-нибудь объектом, да, дизайн коворкинга и расписать, что они там конкретно делают. Так, все хорошо. Так. Тоже такая необычная работа. Мне понравились такие стилистические решения, как с обводкой. То есть они не только в одном месте, да, встречаются, вот есть такие двойные линии, да, а линии еще встречаются по всему сайту, как, допустим, здесь, вот тут внутри. И это в целом смотрится хорошо. Так, сейчас, секунду. Так, тут надо что поправить? Надо тень убрать в логотипе. Он вообще ни к чему. Тут, кажется, регион доставки, я так понимаю, вот это у вас стрелка вниз, да? Вам нужно нарисовать либо самому, да, просто такую маленькую стрелочку, либо скачать иконку стрелочки. Сейчас не совсем явно видно, явно заметно, что это как будто бы, ну, это и есть как бы, да, буква V. Вот, так что скачайте стрелочку. Так. Вот этот поиск тоже надо, ну, вы скачаете стрелочку, она будет как-то его черного цвета. Также вот сюда вот, то есть, видите, эта иконка уже другого, тем более она PNG, то есть это как картинка, да, мы картинку не делаем, иконки. Скачайте черную, просто самую обычную иконку поиска в СВГ. Вот. Ну, вот такие иконки, да, у вас отлично вот тут вышло. Единственное, по массе они не одинаковые. У вас вот посередине как будто бы больше смотрится. Так, тут то же самое мы поменяете. Так, тут все хорошо. Такая необычная, мне очень понравилось. И вот эти вот цвета тоже необычные. Они, видите, про что я говорила, что если мы берем какие-то цвета, в данном случае оранжевый и салатовый, да, мы его используем везде. Это и есть преемственность. Соответственно, вот тут тоже, да, обычную черную иконку, либо вот внутри белый цвет можно удалить. Просто вот возьмите вот эту вот
иконку, просто удалите внутри белый цвет. То есть вот у него строк есть черный, а фил просто классиком либо минусом можете удалить. Так, все хорошо. Так, у нас тут еще есть сайт, значит, тортов. В принципе, курсивный шрифт подходит к этому, да, к этой тематике, да, но избыток тоже не нужен, потому что в интерфейсе это что? Когда мы взаимодействуем с разными вот такими элементами, да, на сайте, там уже курсивный шрифт, он не и подходит, потому что курсивный, он больше для красоты, для каких-то первых экранов, логотипов, а когда нам уже важно работать с сайтом, нам нужен обычный самый шрифт Grotesque. Вот, так что вот тут оставьте, значит, заголовок, может быть, подзаголовок, логотип такими курсивными. В остальных всех листах подберите один шрифт, который хорошо читается, именно интерфейсный, Grotesque. Шрифты мы проходили на уроке шрифты, типографика. Вот, первый комментарий, да? Дальше что? Дальше у вас непонятные синие фоны, то есть они как-то кусками встречаются, и нет какого-то систематичности, да, как должно быть. Вот. Попробуйте сделать вообще весь фон сайта синим, то есть вот так, не кусками, либо уберите их вообще, вот, либо сделайте весь синий. Дальше. Вот тут хочется как-то... Вот, возможно, вот из-за этих кусков мне не совсем понятно вот эти вот дырочки, да? Возможно, если будет одинаковый фон, вот эта вот картинка, она будет нормально смотреться. Сейчас хочется его прям на всю ширину растянуть. Вот этот блок непонятно, что за блок. Это Инстаграм или что? Или вот надо заголовок, да, добавить. Так. И когда вы уберете эти куски, будет заметно, какой отступ должен быть. То есть вот тут одинаковый должен быть отступ здесь. И вот внизу от подробнее до футера. Так. Здесь тоже, да, прилипло. Должен быть отступ. Так, потом мы переходим к торту. Картинку мы ищем другую, да. Я думаю, что очень много картинок красного бархата есть. И, конечно же, не хватает call to action. Мы прочитали, это у вас заказать звонок, заказать торт. То есть у вас есть, в принципе, возможность заказать торт. Почему бы пользователь, не прочитав весь подробнее про торт, он должен увидеть, конечно же, кнопку «Заказать торт». Вот. Пока такие комментарии, пока сделайте, потом еще посмотрим. Так. В принципе, хороший сайт, но нужны доработки, да? Этот текст немного потерялся. Чуть-чуть, возможно, добавить затемнение к этому картинку. Ну, то есть он сам такой темный, да?
Возможно, надо добавить затемнение, либо наоборот, добавьте осветлить. Сейчас я вам покажу. Вот, то есть у вас есть такая вот картинка. Вы добавляете, значит, такой белый немного фон с таким немного прозрачностью. И здесь уже более очевидно видно, что вот лишнее все удаляете. Угу. Таким образом сделаете потом. Вот тут надо вот это вот 5% здесь вообще не нужны. Потому что мы говорили, что с вами, когда вот написано, да, зима, там вот это вот логотип, здесь нужны, да, вот это межбуквенное расстояние, да, вот, later. Когда у нас обычный текст, то есть строчными буквами, да, вот эти 5% не нужны. Здесь должен быть 0. Сейчас это прям сразу заметно. Вот тут, наверное, тоже, да. Вот тут нету, вот тут уже более-менее нормально. Так, и так, вот тут надо поднять, потому что кнопка внизу прилипла. Дальше добавляете отступ. Вот тут оно тоже прилипло, да. Не забывайте про отступ. У каждого блока должно быть разделение визуальное. Здесь тоже должен быть отступ. Так, здесь все хорошо. Здесь добавляете отступ, здесь тоже отступ. Так, и на темном фоне, конечно же, не читается вот этот вот текст. Делаете белым. Иконки тоже белым. Так, и тут у вас стрелочки лучше нужно, как будто, ну, чтобы они не смотрели в сторону, а чтобы они смотрели вниз. Дальше. Здесь что? Размеры, допустим, вы говорите, да, XS, S, M, L есть, а цвета вы не показываете, какие есть. Так что если вы тут скрываете внутри стрелки цвета, логичнее, конечно, скрывать тоже размеры внутри стрелки, да. По стрелке, значит, у нас есть дроп-даун, который выходит разные варианты этих стрелок. Разные расстояния, да, допустим, вот тут 8 пикселей у нас, вот тут у нас совсем 19. Такого нельзя в дизайне допускать. В первую очередь должна быть четкость всего. Серый цвет убираем, как будто мы, знаете, мы не можем как будто ничего тут выбрать вообще, не можем поделиться, как будто это все неактивное, да. Серый цвет, запомните, кнопку не делайте активную. Если, допустим, тут все размеры закончились, тогда делайте серый цвет, то есть это невозможно выбрать, это неактивное состояние. Так, вот это у нас тоже, по-моему, DZ3, сайт для персоны какой-то. Вот, в данном случае, значит, у нас Мишель Обама. Только я не поняла, это два варианта. Ну да, наверное, два варианта экрана. В принципе, вот этот вариант лучше, да, который вы выбрали на самом деле. Так, такой достаточно хороший первый экран. Можно вот тут чуть-чуть увеличить расстояние, оно немного прилипло, да. Здесь, значит, цитата.
вот эти вот два слова лучше отпустите вниз. Так. Тоже все нормально. Книга. Вот этот вот футерха, по-моему, лучше было бы. Ну, либо этот. Только надо добавить отступ, да, вам? Вот тут вот надо добавить отступ. Так. Так, мне очень понравился. Такой позитивный, такой семейный, такой жизнерадостный сайт получился. Спокойными цветами, тонами, да? Так, у нас тут еще один промо-сайт автомобиля. Картинка вообще супер. По стилистике, да, но по качеству, конечно же, она хромает. Поэтому лучше, конечно, найти другую, чтобы вот это вот все, пиксели не были видны. Дальше. Логотип отправляем, как мы привыкли видеть его, в левом углу. Значит, и в целом надо поработать с сеткой, потому что у вас явно, по-моему, нет сетки, потому что если была бы сетка, вы бы, вот тут отступ был бы 100, либо было бы одинаково, да, а так вот это вот все элементы, как будто вот просто вы взяли и просто разбросали, да, нет никакой системы, да, нет кнопки какой-то, да, потому что промо-сайт автомобиля, возможно, там, не знаю, вот эту вот ссылку, может быть, кнопкой сделаете. И в целом очень короткий сайт, без футера. Кажется, что тут очень мало старания, и пока что не для проверки. Вот. Я вам хочу сказать, чтобы вы посмотрели еще много примеров в том же Pinterest, в том же Behance, в том же, не знаю, Dribbble, возможно, прям реальные сайты автомобилей, да, посмотреть, какие бывают блоки, что должно быть на первом экране, что идет после первого экрана, какие могут быть блоки, и что должно быть в футере, да, то есть вот так вы не отправляете домашки, пожалуйста, заканчиваете, всю структуру делаете, потом, конечно же, отправляете. Так, это у нас... Так, у нас еще в чате было... Ребят, есть вопросы? Потому что у нас не так много встреч осталось. Вот. Так что вы можете задать вопрос, может быть, я что-то вам еще расскажу. Еще я хотела вам рассказать, когда мы проходили, помните, ответьте, кто посмотрел, в прошлом уроке я скидывала урок Сергея Гурова про композицию, который устроил Skillbox. Там, по-моему, 1,5 часа был урок на YouTube. Кто посмотрел, поставьте плюс. Классно на нас посмотрел. Нургуль посмотрела. Сейчас наполовину посмотрела. Да, там вот оно для тех, кто прям хочет углубиться именно в композицию. Так. Мирджас подняла руку. Сейчас, секунду. Я включила звук Мирджас. Здравствуйте, Джаз.
У меня вопрос. Вот вы всегда Мгм. говорите, оставляйте отступы между блоками, да, например, между баннером и со вторым, с третьим. Вот я Да, стараюсь, например, один блок брать на 700 пикселей. Следующий блок идет 700 пикселей. И мне так. надо объекты разместить так, чтобы расстояние между ними было 100 или там 120 пикселей. Или вот эти вот блоки расставить так, чтобы между ними оставался, Да, между блоками, то есть, между блоками должно, да? да, потому что сейчас я покажу, чтобы показать. Ну ладно, покажу. Ну, то есть у вас, допустим, сейчас у меня почему-то не двигается фирма. А, вот у вас, значит, блок первый, да? Между ними, то есть вот между текстом, у вас не должно быть 120 пикселей, потому что это относится к одному блоку, и пользователь... Так, сейчас. У вас звук выключился, да? Нет, нет, я здесь, чтобы шума не А, было. так. То есть пользователь должен сразу различать, какой блок к чему относится, поэтому мы между ними делаем некий воздух, да, вот некий отступ. То есть, вот смотрите, у меня тут 160, это один блок. Второй блок тоже идет один целый, да, потом до следующего тоже 160. Потом у нас идет еще один блок, то есть не обязательно, чтобы они были там по высоте 700-800 пикселей, то есть он может быть и короткий, но это одна сущность, и мы хотим одно донести, да, пользователю, и, соответственно, мы каждый блок таким образом разделяем, чтобы и когда он это все читает, у него было представление, к какому блоку что относится и что от чего разделяется. То есть это уже такое, и то есть он уже понимает, не читает там, уже понимает, какой блок, что и что читать. Таким образом. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Так, окей. Что я рассказывала там? Что я хотела... Когда я рассказывала вам про... Когда мы проходили урок оформления портфолио, мы с вами говорили, как можно оформлять, да, что должно входить, там про типографику рассказываем, про цвета, про наши, значит, дизайны решения, прототипы и так далее. Но еще можете, значит, в YouTube много всего находить, разные фишки. То есть вот по примеру того, что, допустим, вот нам тоже, да, прошли такой урок, значит, оформление портфолио, но я хотела, чтобы в моем портфолио еще разные были некие штуки, которые, возможно, не встречаются в стандартных, значит, портфолио. Поэтому вы можете искать это все в YouTube. Сейчас я на примере, да, вот этого курсора хочу вам сказать, про что я говорю. Допустим, вот эта анимация, и есть тут, значит, как работает вот этот курсор. Идет некий шарик, который прям плавно все двигает. То есть такие сайты, которые прям через код это все пишется. Но это вот таким образом я показала, значит, в дизайне, да. Соответственно, меня на курсах этому не учили, да, как делать в After Effects. Поэтому у вас тоже есть очень много возможностей посмотреть на YouTube. И как вы ищете, допустим, сейчас заходите, значит, YouTube, и пишите, значит, оформление, нет, просто, значит, как defense на английском можете написать. Вот, оформление портфолио пускай будет, да.
И вы можете посмотреть разные видео, и каждый дизайнер рассказывает разные фишки, как можно поднять лайков там, и так далее, и так далее. То есть я хочу что сказать, что вы не останавливаетесь на том, что я вам там рассказала. Вы еще ищете кучу разных идей, вот. Я вот, допустим, тоже, наверное, вот так искала и как-то наткнулась на вот это видео. Сейчас я прям помню, как он даже назывался. Прям вау-эффект, по-моему, назывался. Вот эту я вот нашла, значит, наткнулась на него, посмотрела, значит. И, в принципе, сейчас. В принципе, оно очень короткое, 8 минут. И вот он прям в After Effects рассказывает, вот как вот этот вот курсор сделать. Вот он туториал все рассказывает пошагово, да, и в конце показывает, что будет. Вот, то есть вот так, таким образом. Я вот это вот увидела и добавила в свое портфолио. Также и вы ищете разные видео, да, и разукрашиваете свой Behance. Вот, допустим, там эффект для новичков есть. То есть очень много всего. Это вот я еще хотела вам в том уроке рассказать и забыла. Так. Так, не смогла скачать After Effects, вы можете поделиться ссылкой. Я могу поделиться только ссылкой для MacBook. Вот, для Windows, к сожалению, у меня нет. В общем, смотрите, если вы владелец MacBook, вот, пишите сайт, вот это называется appstorrent.ru. И, в принципе, который у меня нет приложения, я скачиваю здесь. То есть там очень подробно тут рассказывают, как скачать. Есть адобовские вот Photoshop, Illustrator, After Effects. И тут вот внизу есть видео. Видеоинструкция, как его скачать, как установить, как избежать вот этого там платного, да, использования. В общем, вот это вот есть. А так у меня, я, к сожалению, не могу дать ссылку на Windows. Насчет мощного компа я не знаю, насколько согласна, потому что ну, у меня как бы не с самого начала, да, был Mac. У меня, когда я еще училась на курсе, у меня был старый Windows. И этот старый Windows, кстати, я смогла на него скачать, как-то нашла After Effects, и вот на нем я все все свои портфолио делала на Windows. Благо тогда еще уже вышла Figma, и, значит, я в Figma делала весь дизайн, и анимацию делала в After Effects. Так что не ограничивайте себя в том, что у вас там какой-то немощный комп, да, потому что комп вообще не влияет на это. Вот, постарайтесь скачать, если это возможно, конечно, и сделайте. Так, сайт визитки страны. Сейчас хорошо, постараюсь сейчас. Так, и, ребята, у меня, кстати, сейчас минут 10 осталось, потом мне нужно будет бежать. Давайте сейчас посмотрим. Так, это у нас промо-сайт. Значит, есть логотип, картинка отличная, есть, значит, меню. Только вот меню у вас не совсем видно, поэтому, ну вот, выбрали вы красный цвет, вы можете, в принципе, его оставить, вот. Либо вы можете, допустим, здесь оставить красный цвет, сделать текст белым, потому что вот даже тут немного
ну, чуть-чуть очень-очень контрастным, и чуть-чуть оно некомфортно читается, вот, поэтому вот тут сделайте белый, и текст тоже сделайте белый. Вот, а так вы из-за картинки, да, смотрите хорошо. Вот тут блок непонятно о чем, потому что ну, вот мы посмотрели первый экран с баннером, и тут еще как будто бы баннер, но возможно, это какой-то там коллекция, да, ну, не знаю, коллекция, как назвать, для машины, в общем. Может быть, сюда вот эту вот надо перенести налево, а сюда возможно сделать кнопку, да, и тогда этот блок был бы, ну, про что-то, да. Вот. Так, секунду, сейчас нужно позвонить. Дальше что у нас? Не совсем мне нравится вот белая линия, и поэтому, возможно, вот этот вот баннер надо немного уменьшить по высоте, да, потому что кажется, что он сейчас очень длинный, на до 700 надо уменьшить и куда-то, возможно, на середину разместить. Тогда он будет как второй, да, баннер, который встречается на странице. А вторым экраном делайте вот этот вот блок, хотя тут кажется, что очень много текста. Возможно, вы его переверстаете по-другому, что вы сделаете там слева текст, справа картинки, которые будут еще по стрелке переключаться. Ой, так. Дальше вот эти вот цифры надо не посередине поставить, потому что у вас текст по левому краю, вот надо сюда слева поставить. Так, дальше тут все нормально. Вот эту вот серую плашку я бы убрала, потому что она у вас как бы в остальных местах не встречается. Они у вас как бы внутри, да, либо сделайте внутри как-то. Так вот видео достаточно будет. Футер хороший у вас, такой необычный. Вот. Вот так, вот это вот 2 блока доработайте еще, возможно, посмотрите еще примеры. Так. А.
Так, эту работу мы проверяли, значит, что я хочу сказать. Вот тут немного прилипло все. Надо между ссылками надо еще расстояние увеличить. Дальше. Тут непонятно вот это вот как работает. Ну, то есть надо добавить стрелочку, и вот эту вот розовую плашку я бы убрала. Соответственно, по умолчанию немного сдвинете налево и добавите, значит, стрелочку. Дальше с этими блоками все хорошо, но вот в этих местах сердечко не видно, да, поэтому есть смысл перекрасить, возможно, на белый, и не строком, а прям заливкой. Да, то есть поняли, то есть оно будет белым и внутри тоже белым. А когда кто-то добавить его с этой стороны, оно будет либо красным, либо розовым. Так, и, соответственно, тоже, да, отступов нету, блоки все разделяем. Эта картинка как будто бы ни о чем. Возможно, стоит добавить, что это какая-то коллекция и кнопку. Дальше. Вот это вот, но тут не явно видно, что как будто бы оставьте отзыв и нажмут сюда вот. Ну, я бы не нажала. Ну, так как будто бы не делается, и вот это оставьте отзыв лучше делать просто ссылкой. И вот эти вот иконки лучше отнести сюда, что ли. Вот тут немного им тесно. Так, вот этот фильтр, что это? Это заголовок к этому, но вот это вот линии как-то они соперничают друг с другом. То есть тут мы цену указываем, а тут фильтр, либо на него должна быть стрелочка, то есть вот тут надо доработать. Мне не совсем понятно сейчас. Так. Тут, возможно, картинки душой вставляем. Сейчас порядку. Так, все нормально. Так, в основном все хорошо. Вам надо доработать футер и вот эти вот комменты, которые я сказала. Так, это мы тоже видели. Так, или нет, не видели, я ошибаюсь. Такой темненький стильный сайт. Кажется, что все стоит по местам. Кажется, что выбрали большой 1920. В принципе, это приветствуется, то есть это так делается. Но на 1920 у вас должна быть какая-то сетка, да, то есть это вот, я так смотрю, это сетка, но вот тут она уже ушла от сетки, то есть будет проблемно, когда этот сайт откроют на маленьком ноутбуке, и вот это вот не видно будет дальше, да, то есть у вас может быть десктоп 1920, но область, где вы работаете, должна быть маленькой. То есть фон может выходить, но важные вещи не должны выходить. Вот. А так вот надо сетку вам немного сделать сетку и вот это вот все, чтобы было внутри этой сетки. Вот. А так прям, не знаю, прям хорошо получилось, только кажется, что вы еще не закончили. Тут надо добавить фильтры, да, разные.
Тут надо картинки, тут добавить футер. Ну, футер у вас уже есть. И, конечно же, доработать карточку товара, да, отправлять, проверим. Вот. Все, ребят, мне сейчас очень надо бежать. Мы успели все проверить. До следующей недели старайтесь побольше отправлять, потому что уже немного осталось у нас встреч, и хочется, да, чтобы, как бы, мне хочется, чтобы побольше проверить, чтобы вас, как бы, вы успели, да. Поэтому отправляйте. Вот, вам тоже спасибо. Так, я, наверное, сейчас передам слово, наверное. Сейчас я остановлю запись.